Маш Донса, здравствуйте, мои дорогие друзья. Мы с Аишкой только что пришли из магазина, да? И что мы купили? Доктора. Мы купили набор доктора, да, Аишки? Давай посмотрим. О, а тут халатик, действительно, который тебе подойдет. И что ты сейчас будешь делать? Кого ты будешь лечить, а? Ибрашка будет лечить. У нас Ибрашка заболел, мы его сейчас будем лечить, да? Давай. Вот. У нас теперь свой доктор будет, который будет Ибрашку лечить. Ну-ка. Растрепушка моя в шапке была. Так, не, подожди, не надо. Оставь, это не мешает. Вот так пусть будет. Мы сейчас закроем твой халатик. Вот. Застегнем его. Ну, какая-то у меня красивая докторша. Подожди. Ты же настоящий доктор. Вот, ты будешь настоящий доктор. Смотри, он еще и мигает. Это шприц, да? Будешь уколы делать. Не делай мне. А я подожди, пока не делай. Смотри, это градусник, он моргал только что. Смотри. Видишь, какой градусник? Какая? Нет, вот сюда надо. Вот. Видишь, это что? 38, 37. А это что-то? Это градусник такой, видишь? Нет, ну так на Так, это ты будешь мерить Ибрашке пульс. пульс. Почему Ой, пульс? пульс. Пульт. Пульс будешь мерить, да? Нет, Это что ты будешь Ибрашке проверять? это ушки. Ушки. А этим что ты будешь проверять, Ибрашке? Хватит. Ротик? Горло, да? Да. А этим что? Ты даже это знаешь? Да. Так, друзья, мы тут с Аишкой получили подарок. Но прежде чем мы сейчас распакуем его, я немножко объясню. Дело в том, что перед началом будет стоять, как мы Аишке покупали набор доктора. Это вчерашняя съемка. Ну, я ее поставлю. Просто у меня не получается, мои хорошие, снимать. Дело в том, что у меня поступило много заказов, я их выполняю. И поэтому сейчас этот ролик будет такой небольшой, сборный, чтобы быть в эфире, можно сказать. Потому что снова мои девочки, мои подписчицы, не группа моя, а мои просто подписчицы много стало спрашивать, почему меня нет, потому что день-два меня нет, и все беспокоятся. Огромное вам за это спасибо, за ваше беспокойство. Поэтому я сейчас выпущу просто этот ролик, чтобы быть с вами на связи. У меня еще заказ, который нужно сегодня сделать, я уже опаздываю, его нужно было сделать еще вчера, но много, честно сказать, за эту неделю очень много заказов, и честно вам скажу, устала, конечно, потому что как бы не были как бы аппараты, но я устаю. Дело в том, что и по дому много работы, и так, и еще и Ибрагим у меня заболел, и Аишка у меня в гостях. Аишку надо постоянно пичкать лекарствами у нас, она принимает лекарства. Там у нее какие-то проблемы. Не простыла, Аишка не простыла, а Ибрагим у нас простыл. Вот. Аиша у меня уже 3-й день, домой даже и не собирается уезжать, ей тут нравится, тем более сейчас такие посылки Аишке прислали, если бы вы знали. Но, правда, сладости Аишке пока нельзя. У нас Аишка с Мухаммедом на диете пока. Принимают, как я сказала, лекарства. Там у них безглютеновая диета. Ну и сахара ей нельзя, ничего сладкого пока. Мучное и сладкое пока нельзя, пока принимают препараты. Но мы это отложим. Лечение почти у нас заканчивается. Мы сладости для Аишки отложим. Дело в том, что мы посылку смотрели. Не буду вам врать. Сумку смотрели. Я знаю, что... Ну, мы знаем, что в сумке. Но мне хочется с вами поделиться. Хотя подписчица моя сказала, что не хочет. Вообще даже не хотела, чтобы я знала от кого. Но я все-таки того, кто мне позвонил, сказала, как я не поблагодарю хотя бы того человека, который мне прислал, как это будет выглядеть.
поэтому я ей написала, правда, она еще мне не ответила. Сумку нам просто привезли вчера очень поздно, мой сын привез, аж 12 часов ночи было, тревожить человека было неудобно. Ну вот сейчас мы с Аишкой ее распакуем и покажем вам, что же нам прислали. Так, но я все-таки хотела посмотреть, ответила ли мне подписчица, она еще не ответила, так, присяду. Не знаю, не умею никогда сидя, даже вот эти вот пельмени, вареники, у меня их было на этой неделе очень много, практически все лепила стоя, поэтому болят ноги, болит спина. И, друзья, мне очень, вы знаете, конечно, одновременно очень-очень радостно, приятно, я не знаю, слов нет, у меня мурашки по коже идут, что вот подарили и дарят, и не из-за того, что вот как бы подарили, да, вот, ну, я даже не знаю, я сейчас могу неправильно просто высказаться, то, что вот я не умею так красиво говорить, как я чувствую. Дело в том, что этим подарком, любым подарком, который мне подарен, я понимаю, что меня уважают, понимаете, человека, которого не уважают, человека, которого не любят, человека, которого не слушают, не могут дарить. И без разницы, дорогие, недорогие, любые подарки, любое что-то, значит, этого человека уважают. К сожалению, я не могу всем дарить обратно подарки. Очень бы хотела что-то подарить, что-то послать. Я стараюсь кое-кому, конечно, просто у меня не были вопросы, а вы сами дарите что-то, конечно, и я дарю, но я не хочу это все высвечивать, показывать, что я дарю, что я посылаю или еще что-то. И не всегда получается, потому что, ну, не получается у меня, не буду сейчас об этом говорить. Мне очень приятно, мне очень, любому человеку приятно получать подарки, но, понимаете, а дарить подарки еще приятнее, это однозначно. И я не говорю из-за того, что мне подарили. Мне самой бывает очень приятно подарить кому-то подарок. И понимаю тех людей, которые получают эти подарки, что им бывает неудобно их получать. Вот точно так же и мне неудобно. Человек подарил подарок, которого я совершенно даже не знаю. Человек мне еще не ответил. Позвонила мне женщина, сказала, что ее родственница прислала сумку для меня. Я говорю, что за сумка, что такое? Она говорит, я точно не знаю, что это такое. Я говорю, а кто она такая? Она говорит, твоя подписчица. Я, говорит, тебя не смотрю, я не знаю, кто ты, что ты, вот кто мне позвонил. Я, говорит, не смотрю тебя, я не знаю. Но вот она мне, говорит, объяснила, что она твоя подписчица. И женщина, которая прислала, я не знаю, женщина, девушка, ответила бы, я бы знала. Но по-любому женщина. Прислала, говорит, эту сумку, она, говорит, моя родственница. Но я ее не спрашивала, говорить, кто она. Думаю, самой свяжусь. Я у нее выпросила номер, хотя она сказала, чтобы не говорить. Но я говорю, ну как я буду, не поблагодарю человека за то, что прислала. Я еще не видела, что она прислала, когда я сказала, что номер мне нужен. Без разницы, даже вот раз она прислала, мне же, конечно, нужно ей сказать спасибо. Ну, а когда увидела, распаковала, да, мы эту посылку видели, мы уже распаковали ее вчера, посмотрели, что это, ну и обратно я положила в сумку, чтобы показать вам, чтобы с вами поделиться. Мне очень хочется поделиться с вами. Иногда действительно кажется, лучше не показывать, что ли, эти подарки, потому что иногда бывают неадекватные ответы, но мне все равно хочется показать, что нам подарили и что меня уважают, и что я это ценю. Просто от души ценю. Это многого стоит. Это очень многого стоит, если тебя уважают. А неуважающего человека, если ты не уважаешь человека, если ты не любишь его, то, конечно, никто не подойдет. Тем более люди, которые просто знают меня по съемкам, дарят подарки, значит, все-таки я чего-то стою, да. Не скромно, конечно, но тем не менее, я не зря работаю, я не зря, как бы вам сказать, не зря с вами. И не из-за подарка, вы не поймите меня неправильно. Опять-таки, я не умею так как-то вот выразить свои чувства. Просто я хочу сказать, значит, я на правильном пути. Не из-за того, что я собираю подарки. Только есть такие, которые вот обязательно как-то что-то сделают и уколят. Мне очень приятно. Мне очень приятно то, что меня уважают. И я вас всех тоже уважаю. И всех очень люблю. И, как я сказала, действительно, вот в сообщениях несколько дней, то, что меня нет в эфире, приходят, спрашивают
те, которые не всегда вообще со мной не общались, даже пишут, с вами все нормально. Просто скажите, что с вами все нормально, и все. Это, конечно, очень, очень радует, друзья, очень радует. Значит, люди за меня беспокоятся, значит, я людям неравнодушна. И это действительно очень многого стоит. Сейчас покажем вам, наверное, мои подарочки. Я тронута до глубины души. Вещи подарены именно те, которые мне нужны, но просто необходимы. И это тоже говорит о том, что человек хотел именно мне угодить, чтобы мне понравилось. Это огромное спасибо Мариночке. Ее зовут Марина, но еще, к сожалению, она мне еще пока не ответила. Но мне бы хотелось этот ролик выпустить после того, как она ответила. Но мне сегодня нужно ехать. И хочу все-таки быть на нет. Она еще не прочитала даже. Наверное, человек работает. Мне надо буквально через часа полтора ехать. А у меня еще заказ. Хочу хотя бы ползаказа сделать. Потому что неудобно, женщина ждет. Нужно ехать во Владикавказ. У меня сестра снова в больнице, друзья. Надо поехать проведать с ним. С Танзилой сейчас созвонились. Поедем вместе с Танзилой, проведаем сестру. И поэтому я все-таки хочу сделать эту распаковку, показать вам, что нам подарили, поблагодарить человека, который нам подарил. Хотя, опять-таки повторюсь, хотя она сказала, что я не говорила, но от того, что я показала, все равно никто не знает, кто она. Просто женщина, девочка, девушка, я не знаю кто, живет в Бельгии. И вот собрала нам такую посылку, за которую я очень ей благодарна. Сейчас я вам ее покажу. Пойдем покажем, что тебе купили. Давай. Бабушка затянулась с разговором, да, Хей? Аришке подарили вот такую вот сумку-ранец. Тебе нравится? А? Нравится? Да, вот. И вот такой красивый курткой Аришка довольна была. Вот, смотрите, какая куртка. Такая, да? Она не просто там двухсторонняя, она как будто бы куртка 2 в 1. 2 куртки. Вот это вот тоже отстегивается. Мы вчера ее отстегнули, она ее одевала. И так можно как курточку просто носить, когда нет такой пасмурной погоды, ну когда не капает, да? А это уже, когда уже дождь, как сегодня у нас моросня, дождь. Мы сейчас Ишки оденем ее, пока не будем отстегивать, оденем и покажем. Покажем? Оденем? Скажи, тебе нравится куртка? А? Нравится? А кто там нарисован, скажешь? Вот это кто? Динозаврик. Кто? Динозаврик. Динозаврик. Ты же мамина умница. Так. Динозаврик. Так, сейчас снова будут писать, что зачем вы показываете разговоры с внучкой. Ну ладно, не будем сегодня о таких вот кусающих комментариях. Без них тоже скучно было бы. Нет, самое главное, вы знаете, я этим детишкам, ну не то, что этим детишкам, я вообще не умею. И своим никогда не брала, не померив. Я не умею так на взгляд брать что-то. А люди, которые дарят нам что-то, присылают нам что-то, угадывают с размером. Видите, какая курточка? Прямо в пору. Нравится тебе? Да. Так, а теперь дальше будем смотреть, что у нас. Так, Эшка, у нас сумки было мы вытащили, да? А вот. Так, друзья, буду показывать дальше. Вот такой вот микрофон. Были люди, несколько человек, которые говорили, что меня плохо слышно. Микрофон мы действительно заказывали. Уже 1,5 месяца мы как заказали. У нас Гушити Ибрагим заказал микрофон, но его не везут почему-то, не знаю. Ну, наверное, Марина все это смотрела, знает, видит и прислала нам вот такой вот микрофон. Так что нас теперь будет слышно лучше. Сейчас я подключу и посмотрим. Так, ну вот, я надеюсь, меня уже хорошо слышно. Микрофон я подключила. И Аишки мы одели вот эту курточку, видите? 2 курточки сразу у Аишки. Вот так. Тиба бабискина косявица. Скажи тете спасибо. Тетя Марина, спасибо. А? Сможешь сказать? Ну, скажи просто спасибо. Не хочешь? Не хочет. Ну, ладно. Мы ей лично скажем, да? Так.
Я надеюсь, тем, кому было плохо слышно, как я говорю, теперь будет хорошо слышно. Это было несколько человек, конечно, только. Но, тем не менее, меня очень огорчало то, что люди пишут, что меня плохо слышно. Так, сейчас я опущу камеру, чтобы было немного лучше видно. Ага, вот так вот. И вот представляете, какой это подарок для меня. Это вообще чудо. У меня была такая овощерезка, она у меня сломалась, я очень переживала, хотела купить, конечно, но никак руки не доходили до покупки. Вот видите? А Марина это все-таки слушала, слышала. И прислала мне вот такую вот нужную для меня в моей работе. Вот такую вот овощерезку. Это вообще классная овощерезка, друзья. Она у меня такая была. Но чуть-чуть по-другому была. Это намного качественнее, я вижу. Вот такая вот тут насадочка. Вот эта вот насадка бывает постоянно мне нужна, когда я режу лук на манты. Представляете, насколько быстрее у меня проходит процесс резки лука. Положила, и все. Я вам, когда буду резать в следующий раз лук, обязательно покажу. Видите, какая хорошая. Так, и есть еще одна насадка тут побольше. Кубики побольше, вот так вот. Это очень хорошо для салатов. Особенно для винегретов, оливье. Вот эта вот насадка. Но я в основном вот именно из-за того, чтобы резать сырой лук, мне бывает нужно. Я ту сломала, конечно, по своей вине, но постараюсь эту не ломать по-любому. Вот такая вот классная штука. Огромное спасибо, Марина, я безмерно рада. Не знаю, и рада, и это уже на контейнер. Вот так вот. Вот. Так, я просто не знаю, что это производство. Германия. Это немецкое производство, друзья. Это очень хорошая штука. Я вот именно вижу по качеству пластика, что она намного лучше, чем была у меня. Я не помню производство своей этой овощерезки. Вот. Мы еще с Танзилой думали про себя, где смотрели. У нас же, я как говорю, мы в котлах покупаем некоторые вещи, посуду. Вот даже позавчера искали в котлах, где бы купить электрическую или такую, какую. Смотрели, разбирали, чтобы и ей, и мне купить. Ну, Танзила обещала мне от себя купить, но теперь вот Танзила освободилась. Ей не обязательно уже покупать. Так, теперь остальное все, конечно, сладости. Вот такие вот сладости. Вот такие красивые. Ну, как я сказала, мы сейчас их распаковывать не будем. Как раз детям попозже, на Новый год только. Потому что сейчас, как я сказала, ни Мухаммед, ни яичко, сладости у нас не едят. Мы немножко, конечно, терпим с трудом. Так. Ибрагим, у тебя такой вид, как будто бы ты, наверное, он только что зашел, снимаю мясо этого. Как будто бы ты болеешь не сутки, а уже суток 10, наверное. Как ты? Температуры нет? Нет, ну ничего. Ночью была, потому что я весь потух. Так, это какие-то вафельки с начинкой, наверное. Не знаю. Марина, огромное тебе спасибо. Ты, конечно, нам, не знаю, настолько угодила. Ты знаешь, оказывается, что мне нужно было. Скажу вам честно, я вам и так говорю, что я с ней никогда не связывалась. Она со мной не переписывалась. И до сих пор она мне еще не ответила на сообщение, которое я ей послала. Огромное спасибо. Пускай в действительности твой подарок, твое уважение ко мне воздастся тебе благом в тысячу раз. Огромное еще раз спасибо. Всех благ вам, друзья. На этом я сегодняшний свой влог закончу. Просто действительно еще раз повторюсь, чтобы быть с вами на связи. Буквально через час-полтора мне нужно ехать
Может быть, я там поснимаю вам.